Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Переливание крови – один из самых действенных методов лечения при многих заболеваниях. Именно спасители-доноры помогают пострадавшим при несчастных случаях, травмах, авариях на дорогах или производстве, при ранениях и больших кровопотерях во время операций. Как пополняется банк крови в Якутии, кто сможет стать донором и на каких условиях, кому эта процедура категорически противопоказана. Эти и другие важные вопросы мы решили сегодня обсудить с нашей гостьей, заведующей отделом заготовки крови станции переливания крови Любовью Давыдовой. Добрый вечер, Любовь Егоровна. Добрый вечер, Иван Петрович. Давайте немножко начнем с общей информации о вашей работе, чем занимается непосредственно ваш отдел. Значит, Республиканская станция переливания крови, или по-другому мы называем Центр крови, занимается заготовкой донорских компонентов крови и обеспечением всей медицинской организации не только города Якутска, но и всей республики. Наша самая главная задача, чтобы пришли доноры, люди здоровые, от них заготовить компоненты крови высококачественные, безопасные, и в результате наших заготовленных компонентов крови, чтобы переливание крови или гемотрансфузия для больного было эффективной и безопасной. А врачи какой специализации работают на станции переливания крови? В службе крови работают врачи-трансфузиологи, врачи клинической лабораторной диагностики, или мы называем их врачи-лаборанты, и общеврачебная специальность – это врач-методист и врач-эпидемиолог. Вообще раньше была служба крови и, скажем, клиническая трансфузиология. На сегодняшний день есть понятие производственной трансфузиологии и клиническая трансфузиология. Но и в той, так скажем, видах медицины работают врачи-трансфузиологи. В апреле всегда стабильно отмечается День национальный донора. Вот как обычно проходит этот праздник, потому что я знаю, что несколько дней донора отмечается в целом в течение года. Вот апрельский еще в июне есть праздник. Вот. Значит, Национальный день донора России. Этот праздник отмечается последние 20 лет. Раньше мы все время отмечали Всемирный день донора, который 14 июня. 20 апреля – это Национальный день донора. Он считается с того момента, когда 8 апреля по старому стилю, в 1832 году, акушер Андрей Мартынович Вольф сделал впервые переливание крови в России женщине после родов. Но он сделал переливание крови не так просто. До этого человек готовился, он был в Англии, оттуда привез аппарат от доктора Бландела и провел первое переливание крови. В общем-то, и с того момента и отмечается национальный, так скажем, решили, что 20 апреля по новому стилю это Национальный день донора Российской Федерации. Это праздник, скажем, для наших доноров, граждан России. Вот как он отмечается обычно? Отмечается, в общем-то, каждый регион отмечает по-своему. Это проводятся донорские акции. Приходят к нам доноры с разных учреждений, организаций, сдают кровь безвозмездно. Кто-то, в некоторых регионах это проводится в виде и праздника, проведения лекций, каких-то мастер-классов. В общем, формы проведения праздника абсолютно разнообразные. Но все равно нужно в этот день прийти и сдать кровь. И мы всегда ждем наших дорогих доноров, чтобы пришли и сдали кровь. Вот считаете ли вы это своим профессиональным праздником? Или у трансфузиологов есть отдельный? У трансфузиологов есть свой отдельный праздник. Он проводится 15 сентября. Это профессиональный праздник. Но так как тоже он появился уже 20-25 лет назад, так как я работаю давно в здравоохранении, я считаю своим профессиональным праздником. Это наш любимый день медицинского работника, 3 воскресенье июня. Кто может стать донором? Донором может стать гражданин Российской Федерации, но даже могут и иностранные граждане, согласно федерального закона 125-го, когда с 18 лет здоровый человек, верхней границы нет. Верхняя граница мы брали до 60 лет, это во время пандемии COVID-19. А согласно федеральному закону, если человеку 70 лет, 80 лет, и он, в общем-то, сохранный, активный, и у него нет противопоказаний к донорству, вполне может быть донором. А вот что касается именно противопоказаний? Противопоказания бывают и временные, и абсолютные. К сожалению, конечно, многие люди
путают. Бывают временные противопоказания, бывают абсолютные. Если говорить об абсолютных противопоказаниях, это люди, переболевшие гемотрансмиссивными заболеваниями, такими как гепатит, ВИЧ, сифилис. Также заболевания, хронические заболевания, вот такие серьезные заболевания, допустим, почек, печени, сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, бруцеллез. А временные противопоказания, если вот человек получил прививку, допустим, провакцинировался против гриппа, там, против ковида, то только через 2 недели, через месяц он может прийти и сдать. Допустим, также человек, ну, скажем, удалил зуб, экстракция зуба, ну, тоже может прийти через месяц. Женщина, если родила ребенка и находится в период лактации, только через год после рода или после того, как закончился период лактации. Временных противопоказаний достаточно много, и поэтому, когда приходит донор на кроводачу, он осматривается врачом-трансфузиологом, подробно собирается анамнез, и каждый, конечно, уже смотрит, доктор допускает его к кроводаче или нет. Ну, перед тем, как к вам прийти, у вас очень такая большая анкета, где необходимо ответить на вопросы. Например, принимались лекарства, не принимались лекарства недавно. Но если у человека, например, регулярно принимает гипотензивные препараты, например, является ли это противопоказанием или нет? Если человек принимает гипотензин, это не является противопоказанием. Человек, у него понятно, что гипертоническая, видимо, есть артериальная гипертония первой и второй степени, то смотрят на показатели давления. Если систолическое давление не выше 140 мл ртутного столба, он вполне может сдать кровь. Анкету заполнять нужно честно, вот так скажем. Потому что если донор приходит на станцию и сдает кровь, он должен идти с мыслью о том, что он должен принести пользу больному человеку или пострадавшему человеку. И на все вопросы, которые есть в анкете, они достаточно подробные, ответить честно и правильно. А вот если все-таки что-то вот скрыл, ну что вот болел когда-то гепатитом и так далее, на какой это вред может нанести человеку, которому эту кровь перельют? Ну, естественно, конечно, если человек может донор и не знать, что он переболел гепатитом. Если он переболел гепатитом, ну, не значит, что он прям умышленно скрыл. Но умышленно скрыл, это тоже сложно доказать. Человек же простой обыватель, так скажем. У нас же не особенно так хорошо относится к здоровью, не знает и симптомов и так далее. Но если даже он сдал кровь, то, естественно, даже при осмотре врач-трансфузиолог, собирая анамнез, осмотр донора, все равно, если доктор квалифицирован, он увидит какие-то отклонения, изменения. Но даже тут, если не получится, да, чисто при объективном осмотре, ну, бывает так, не установил, что он болел гепатитом, не болел, донор все равно сдает кровь. Но мы-то потом, после донации, все исследуем, донорскую кровь, именно на гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию и сифилис. Но исследование проводится обязательно методиками, довольно сложными технологиями, на автоматических анализаторах, и при этом используются тест-системы очень хорошей чувствительностью. И если, конечно, мы находим там положительный результат будет на гепатит, естественно, такой человек отстраняется от донорства и навсегда. А вот если человек идет сдавать кровь впервые, как ему подготовиться? Если человек идет сдавать впервые, ну, всегда что-то в жизни бывает впервые. Во-первых, нужно понять, с какой целью идет человек сдавать. Потому что, к сожалению, многие доноры приходят, ну, скажем, получить какую-то компенсацию. Не обязательно в виде денег, какое-то получить материальное благо. Первый раз вы, если идете, то, пожалуйста, нужно хорошо отдохнуть. Утром обязательно легкий завтрак. Ну и для того, чтобы были комфортные условия для донации, все-таки вначале нужно прочитать, какую-то иметь информацию, где находится станция переливания крови, в какие часы подойти, чтобы не было потом таких неприятных каких-то ситуаций. Потому что зачастую бывает, доноры приходят в 2 часа, в 12, когда уже донорский зал операционный уже не работает. Но это не от того, что мы там ленивые или так не хотим. После обеда кровь сдавать нежелательно. Потом человек уже поел, кровь может быть жирная, от такого компонента крови пользы больному не будет.
И обязательно с собой, если вы идете сдавать первый раз, ну, естественно, хорошее настроение, вот, и взять с собой документы. Это паспорт и СНИЛС. Раньше требовалось ФЛГ, сейчас это Сейчас требуется? это не требуется. В 2020 году у нас вышло много нормативно-правовых документов. Это постановление правительства Российской Федерации, приказы Минздрава России. И согласно в соответствии с этими документами на сегодняшний день данные флюорографии при донации не требуются. Как заготавливается кровь? Как ее хранят? Как хранят плазму? Как ее заготавливают? Значит, донорская кровь заготавливается в операционной, ну так условно скажем, операционной, это донорский зал. Конечно, там должны быть соблюдены все правила асептики и антисептики. Донорская кровь заготавливается одноразовые стерильные гемоконтейнеры, специальные, стандартизованные. В них уже есть консервант стерильный. Для чего добавляется гемоконсервант? Для того, чтобы кровь донора не свернулась. У нас же в нашем организме процессы физиологически такие: свертывания и антисвертывания. И заготавливается кровь. Ну, в это я хочу предупредить, ну, сказать, донорам сказать, есть такое ошибочное у доноров мнение, что ой, мы пойдем на станцию, нас заразят. На станции переливание крови, в центре крови, в отделении переливания крови, где проводится заготовка донорской крови и компонентов, никто никого не заражает. Потому что все, что касается заготовки донорской крови, все материалы, они одноразовые и стерильные. Поэтому вот боязнь, что вот я заражусь, такого нет. Нет. Донор должен сдавать, конечно, в комфортных условиях. Он должен быть информирован, естественно. Поэтому, когда донор приходит, мы обязательно в присутствии его открываем крафт-пакет, где у нас есть стерильные инструменты, стерильные материалы, чтобы донор это видел. А гемоконтейнер, он одноразовый. И во время кроводачи, значит, донор может смотреть, сколько он сдал, все на мониторе это видно. Вот по поводу искусственных заменителей крови. Сейчас активно тоже эта форма внедряется. Насколько это? Искусственная кровь — это всегда в поиске. Ну, мы их называем крови-заменителей. Как-то это очень такая активная работа, это была в 70-е, 80-е годы. И сейчас, в общем-то, так глубоко не занимаются. Но последние были разработки, это переносчики кислорода, это перфторан. В общем-то, он себя показал неплохо при оказании помощи, вот когда пострадавший шахтер на Кузбассе во время. Вот, там даже в одно время был препаратом скорой помощи. Но единственное, что перфторан, он, конечно, хорошо переносит, доставляет кислород в организм человека, но доктору работать с ним, если это экстренная ситуация, не всегда удобно. Потому что перфтораны, они хранятся в морозильной камере, и нужно это достать, разморозить, это все время. А если ситуация экстренная, то вот такие процедуры не всегда себя оправдывают. Потом последние 10 лет были работы английских ученых, которые якобы изобрели искусственный эритроцит, но это все в лабораторных условиях. И во всяком случае на сегодняшний день, вот так скажем, искусственной крови, и чтобы мы ее применяли, нет. Человеческую донорскую кровь не заменишь, потому что это очень уникальный, сложный организм. Ну, это живая биологическая тонкая ткань, которую нужно изучать и изучать и изучать. Как долго хранится кровь? Кровь хранится, на сегодняшний день есть современные гемоконсерванты, до 56 дней. Мы храним до 35 дней и 49 дней, в зависимости от того, какие мы приобрели гемоконтейнеры и какая фирма это изготовила. То есть банк крови постоянно каждые 35 Да, банк крови, да, он пополняется у нас каждый день. Но срок годности, допустим, по сроку годности, естественно, списывается. Но я вам хочу сказать, что на станции переливания крови эритроциты не списываются, они все идут в медицинские организации. То есть потребности медицинских организаций мы удовлетворяем на 100%. И, в общем-то, излишек, скажем, нет. Но так скажем, наблюдение мы проводим каждый день. Какой-то группы крови не хватает, значит, донор вызываем и пополняем. Вот какая группа крови самая востребованная? Самая востребованная, конечно, это первая положительная группа крови, это универсальная группа крови, она самая востребованная. А самая редкая?
Самая редкая — это 4-я отрицательная группа крови. Есть у нас доноры такие? Конечно, которые вот есть. именно с этой Конечно, группой есть. С 4-й отрицательной, конечно, есть. И с 3-й отрицательной есть, но их мало. Вообще в республике Саха-Якутия, ну, если мы возьмем популяцию якутского населения, то преобладает 1-я и 3-я группа крови, а резус положительная 99,6%. Поэтому с отрицательными компонентами крови, в общем-то, есть определенные сложности, трудности, потому что, так скажем, население других национальностей у нас в Якутии все их меньше и меньше. Если в советские времена русское население, допустим, преобладало, я не хочу тут никого абсолютно ущемлять в плане национальных интересов, но это было тогда, дефицита не было отрицательной крови. Сейчас, конечно, на сегодняшний день есть. Ну, доноры есть, и мы им очень благодарны, когда мы их вызываем, они все приходят и сдают. То есть, если человек поступает на оперативное лечение, да, где требуется ему, будет, допустим, операция с большой кровопотерей, и требуется ему возместить, то, естественно, доктора, которые работают в медицинских учреждениях, допустим, с редкой группой крови, они выходят на нас, чтобы мы, конечно, заготовили. Потому что отрицательной крови есть, такие трудности есть. А почему нельзя вот человеку, ну это вопрос не от меня больше, как от обывателя, а почему нельзя человеку со 2-й группы перелить 4-ю или наоборот, там, 3-ю, 1-ю? Ну, во-первых... Простым языком. Да, я хочу сказать, да, простым языком, что человек 1-й группы, мы его считаем универсальным донором. Человек 4-й группы, мы его считаем универсальным реципиентом. Но чтобы не было у нас осложнений, нужно переливать. Допустим, человек 1-й группы, ему переливать 1-ю, 2-ю, а 2-ю, 3-ю, 3-ю, 4-ю в 4-ю. Но бывают, из каждого правила есть исключения. Бывают ситуации жизненные, допустим, поступит человек, где-то находясь, мы же не застрахованы от каких-то травм, стихийных, техногенных аварий и так далее. Допустим, у вас авария, ну, это каждый день. Ну, не то, что каждый день, но довольно часто. Допустим, авария где-то произошла, автотравма в арктической зоне. Да? У нас же Якутия огромная территория. Там, допустим, проживают якуты в таком, допустим, изолированном, на изолированной территории. Там все положительно. А вдруг кто-то из числа там, геологов, да, или там, нефтяник, вахтовых рабочих получил травму, он отрицательный. Или у него, допустим, группа крови 4-я. Естественно, можно взять и перелить 1-ю группу крови. Можно и 2-ю группу, но не больше 500 миллилитров. Но только на тот момент, когда вы должны справиться с этой ситуацией, чтобы спасти его жизнь. Потом, если ему требуется переливание компонентов крови, конечно, нужно проводить в соответствии с инструкциями и с правилами, которые существуют на сегодняшний день. То есть только группа в группу. Но нужно всегда понимать, что даже если мы проводим гемотрансфузию, гемотрансфузия вот хорошо сейчас. Вот как женитьба. Вот мы сегодня женимся, мы сыграли свадьбу, а как дальше себя поведет гемотрансфузия? Какие будут отдаленные осложнения реакции? Вот это уже вопрос. Поэтому доктор, который занимается переливанием компонентов крови, прежде чем перелить, оказать помощь реципиенту, он должен 100 раз подумать. Он должен убедиться в том, что только от переливания компонентов крови он спасет жизнь больного. И то есть нужно сказать, что мы всегда переливаем иногруппную кровь, но совместимую. То есть на земном шаре нет людей с одинаковой группой крови, только у однояйцевых близнецов. Это как вот рисунок на подушечках пальцев. Если мы возьмем и распишем антигенную структуру человека по всем антигенам, то, естественно, каждый человек имеет свою индивидуальную группу крови. Каждый человек у нас уникальный. Так же, как реципиент, так и донор. Но вот тут же возникает вопрос, еще и связанный с заготовкой крови для самого себя. Можно ли так сделать? Вот я прихожу и говорю, вот я хочу, мало ли что вдруг со мной случится, я вот хочу, отложите мне там пару мешочков моей собственной крови. А она хранится всего 35 дней. Как быть? Значит, можно от такого человека сохранить и заложить на долгий срок, ну это максимум на 3 года, плазму. Но можно и эритроциты.
Такие технологии есть. Есть банк замороженных эритроцитов, банк редкой группы крови. У нас, к сожалению, в Якутии этого нет. А в Российской Федерации, в центрах крупных, пожалуйста, они есть. И это абсолютно не новость. Это пошло с того момента, вот работникам атомной станции, да, для них, вот, они для себя заготавливали кровь, потому что, ну, работая себе в ядерном реакторе, естественно, страдает функция костного мозга. И потом у них развивается лучевая болезнь, а когда развивается лучевая болезнь, естественно, ему нужно переливать компоненты крови. Из банка крови достают его эритроциты, которые заморожены в жидком азоте при минус 196 градусов, размораживают, отмывают, пожалуйста, переливайте. Банк этих эритроцитов также, почему вот когда началась пандемия COVID-19, он же спас, в общем-то, во многом эти центральные города Москва и Санкт-Петербург. У них люди же заболели ковидом, доноры, и не пришли. Поэтому как бы банк они размораживали и переливали. У нас, слава богу, в Якутии эта ситуация не коснулась. Но вообще в этом плане нужно, конечно, работать. На сегодняшний день есть и технологии, есть и аппаратура, есть и расходный материал, но все это требует финансирования. Вот во время пандемии, как раз переболевшие ковидом, делились своей кровью с теми, кто находился между жизнью и смертью. Сейчас эта благородная миссия продолжается? Или сейчас уже потребности? Ну, во-первых, такой потребности нет. Даже когда эта пандемия началась, впервые там китайские наши коллеги сказали, что вот от донора, от переболевшего ковидом мы заготавливаем, и там есть антитела антикоронавирусные. Мы эту работу тоже провели в Российской Федерации и в Якутии. Мы тоже заготавливали антиковидную плазму, но когда провели исследование, в общем-то, она вот такого эффекта должного не получила. А почему? Потому что нужно вводить плазму, содержащую антиковидные антитела, в первые дни заболевания. А у нас же люди поступали уже в отделение, скажем, пульмонологической, в реанимацию, уже с развернутой клинической картиной, с осложнениями, и уже переливать плазму, содержащую антиковидные антитела, не было смысла. Вот по поводу знака «почетный донор». При каких обстоятельствах его выдают и какие льготы и гарантии он дает? Нагрудный знак «Почетный донор Российской Федерации» дает, значит, присуждается тем донорам, которые сдают кровь безвозмездно, то есть без всяких социальных поддержек и каких-то других выплат. Нужно сдать 40 раз, если это донор крови. Но у нас же есть еще и смешанные виды донорства. Допустим, человек сдает и кровь, и плазму. Если он сдает смешанное донорство, то кровоотдача должно быть 25 и 35 плазм. Если чисто плазму он сдает, значит 60 плазмодач. И еще есть смешанные виды донорства. Допустим, донор сдает только тромбоциты и кровь. Тогда, если он сдает тромбоциты, он должен сдать 15 раз тромбоциты и до 40 раз и более это кровь или плазма. Почетный донор Российской Федерации, ну, какие льготы им раз в год, значит, выплата социальная. Она зависит от прожиточного минимума. Каждый год эта выплата меняется. Вот в 2025 году это было где-то 17 тысяч. Раньше, вот в советское время, ну, вот суперзакон 122 вышел в 2016, по-моему, году, да? Четвертом. Вот с тех пор вот его монетизировали, вот и стали получать выплаты. А до этого же были довольно хорошие льготы. Это был бесплатный транспорт, бесплатное протезирование. А на сегодняшний день, значит, что осталось от того закона? Это, так скажем, неочередное медицинское обслуживание в поликлиниках для почетных доноров России. Это приобретение работодателем санаторно-курортных путевок и предоставление такому донору первоочередное право взять отпуск в благоприятное, удобное время для донора. Вот такие на сегодняшний день льготы. А вот есть ли какие-то особенности работы вашего отдела в условиях Якутии? Вот вы уже одну особенность затронули, ну, допустим, Арктика, да? Вот каким образом доставляется туда кровь, насколько оперативно она прибывает? Есть ли свои службы заготовки в районах республики? Значит, я хочу сказать, что в 2017 году у нас в республике произошла централизация всей службы крови. До 2017 года
мы имели 23 отделения переливания крови по всей республике. Даже было отделение переливания крови в Черском, да, в Нижнеколымском районе, да, отделение переливания крови. Но когда внедрили исследования, лабораторные исследования именно методом ПЦР, молекулярно, чтобы исследовать донорскую кровь на гепатиты Б, С и ВИЧ-инфекцию, все это делается в плане безопасности. То, естественно, какая-то маленькая районная больница, естественно, она не сможет обследовать донорскую кровь на эти компоненты. Во-первых, это дорого, затратно, и из-за 2, 3, 4, 10 доноров совершенно это нерентабельно. Поэтому мы пошли по такому пути, всю службу крови централизовали, оставили только 8 отделений переливания крови. Это на сегодняшний день Еренгринский район, Алданский район, Ленский район, Мирнинский район, Верхневилюйский район, Мегино-Кангаласский район. И отделение переливания крови осталось в Национальном центре медицины. Мы заключили договор с авиакомпаниями, и доставка крови осуществляется в термоизоляционных контейнерах с соблюдением холодовой цепи во все лечебные организации нашей большой республики. Доставляются в ближайшие районы, они приезжают автомобильным транспортом, арктическая зона, естественно, это самолет. Вот. Ну а если это экстренная ситуация, и выезжает бригада из Якутска, санавиация, они приезжают, забирают компоненты крови и туда доставляют. Самая главная задача, ведь в каждой медицинской организации есть врач-трансфузиолог. Он должен знать потребности своей медицинской организации и делать запас. Запас компонентов крови, что и плазмы, что и эритроцитов. Но запас должен делать всех групп крови. И, конечно, этот запас пополнять время от времени. А вот наблюдали ли вы, кто чаще всего сдает кровь? Мужчины или женщины? Кто более осознанно к этому подходит? Кто безвозмездно чаще сдает? Мужчины или женщины? Ну, одинаково. Скорости меньше. Но я хочу сказать, что отзывчивее все-таки женщины. Когда какая-то форс-мажорная ситуация, быстрее приходит женщина. Но я нисколько не умаляю тут роль мужчин. Ну, вот так есть. А сдают совершенно одинаково, что мужчина, что женщина. Очень часто в социальных сетях мы видим призывы сдать кровь для конкретного человека. Но понимая процесс заготовки крови, что он проходит определенную карантинизацию, потом исследования и так далее, а человеку нужна кровь здесь и сейчас. То есть человек, приходящий к вам, издающий кровь, допустим, для некого Иванова, условно, эта кровь к Иванову вряд ли попадет к нему та, которая у вас была в банке. И в данном случае этот человек просто пополнит банк для спасения жизни другого человека. Я правильно понимаю? Правильно. Или где-то ошибаюсь? Нет, вы все правильно понимаете. Да, действительно, оно так есть. Естественно, именно. А родственник, он придет и скажет, отдайте моему родственнику. Но же бывает, допустим, родственник, у него 3-я группа, а который для него сдает, у него 1-я группа. Если у него группа крови будет совпадать по системе АБ0 или по системе Резус, тогда мы можем от него приготовить. И именно, если он пройдет все, так скажем, лабораторные тесты, все будут отрицательные, только в таком случае мы можем действительно для конкретного больного выдать. Но такие случаи есть, они единичные. Но они есть, да, мы идем навстречу. Но если, извините, не прошел по анализам каким-то там причинам, или группа крови не совпадает, естественно, так пойдет другому. А сколько период карантинизации проведения лабораторных исследований? 3-5 дней, неделя? Нет, лабораторные исследования проводятся. Сегодня донор сдал, уже на следующий день, в течение 24 часов, его результаты анализов готовы. Или они отрицательные, или они положительные. Плазму мы складываем, это один из методов, так скажем, безопасности на 120 суток. Допустим, сегодня у нас какое число? 15 апреля, да? Пришел донор, сдал. Эритроциты его, конечно, пойдут на выдачу, потому что у них малый срок годности, а плазму мы складываем на карантин на 120 дней. Через 120 дней этого донора вызываем, опять проводим ему исследования, все лабораторные тесты на гемотрансмиссивные заболевания. И если у него
значит, ну, допустим, сегодня 15 апреля, через 4 месяца, то у нас что будет? 15 августа, да? Вот 15 августа, если у него будут отрицательные все тесты лабораторные, то плазма выдастся за 15 апреля. Мгм. Интересно. Может быть, уже этому человеку и не понадобится там плазма этого человека за 4 месяца. Только если у него нерегулярная Да, да. Ну, но гемотрансфузия. зато есть гарантия того, что мы не заразим нашими трансфузиями. Ну вот, а больного. если, допустим, человек не может быть донором, он как-то может принять участие в донорском движении? Конечно. Конечно, может, если он может быть активным пропагандистом донорского движения. Вполне может, почему нет-то? Он может проводить какие-то лекции, заниматься с донорами, даже пусть приходит на станцию, даже разговаривать с донором, проводить его до донорского зала. Почему не может? Вполне может. Сейчас эта пропаганда, так скажем, довольно активно. Да? Сейчас много социальных сетей, средства массовой информации. Вот, кстати, начинается у нас сейчас большая федеральная акция. Это «Огонь жизни». Она прошла в Грозном, сегодня она проходит в Махачкале. У нас в Якутии будет 13 июня, ровно перед Всемирным днем донора. Пожалуйста, принимайте участие, участвуйте в каких-то забегах, массовых мероприятиях. Вполне можно. А вот были ли какие-то в вашей памяти случаи вот спасения человеческой жизни благодаря переливанию крови? Ну, конечно, были и довольно много. Но это чаще всего, знаете, показательно. Но сейчас как-то, вот, видать, стали много кровосберегающих технологий. Все-таки таких кровопотерь в родах, ну, мало, редко стало. Раньше это было довольно часто. Даже, по-моему, в 2008 году Всемирный день донорства проводился под девизом «Поможем родильницам, женщинам, которые во время родов потеряли много крови». Конечно, такие случаи были. Но и когда спасаешь человека и вовремя доставишь компоненты крови, это удовлетворение, конечно, и врача, и нашей службы. Но самое главное, что мы спасли жизнь больному. И мы раньше устраивали донорские слеты, показывали, вот вы донор, вот вы реципиент, вот конкретный человек сдал для вас кровь, и будьте, так скажем. Ну, это очень такая трогательная сцена. Всегда это хорошо. Но когда вышел закон о защите персональных данных, то сейчас такого делать нельзя. Мы даже сейчас выдаем, если компоненты крови, мы же на этикетке не пишем фамилию донора. Каждому донору присваивается свой уникальный номер. Ясно. Спасибо большое, Любовь Егоровна, за столь интересную беседу. Я хочу напомнить, что у нас в студии была Любовь Егоровна Давыдова, заведующая отделом заготовки крови станции переливания крови Республики Саха-Якутия. Достаточно так значимо поговорили, узнали, что такое донорство, кому можно сдавать кровь, как подготовиться к донорству, кому ваша кровь попадет в случае того, если вы сдали ту или иную кровь, и что будет, если ты немножко утаил определенную тайну о своем состоянии здоровья. Успехов в вашей нелегком, но очень важном труде. Спасибо. Хочется верить все равно, чтобы крови хватало для всех, но необходимость в этой крови падала, ну, чтобы люди болели меньше, где требовалась гемотрансфузия. Ну а телезрителям хочу пожелать всего самого доброго, конечно же, здоровья. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия в деталях. Не болейте. До свидания. С вами был Иван Луцкан.